В современном мире кино давно стало неотъемлемой частью культуры любого государства, которое также играет не последнюю роль в жизни людей. Недавно произошло долгожданное событие для чеченского народа. В июне текущего года постановлением правительства республики создана киностудия «Чеченфильм». Пост директора занял наш соотечественник, проживавший в последнее время в Америке и вернувшийся на родину в целях создания национального кинематографа. Это уже довольно известный в кинематографических кругах режиссер Инал Шерипов. На его счету несколько фильмов о Чеченской республике, и по его признанию он надеется, что эти фильмы далеко не последние. Помочь в создании Чеченфильма уже откликнулся известный киноконцерт «Мосфильм», сотрудники которого обучат чеченских коллег снимать полноценное и качественное кино. На первом этапе, поскольку профессиональных режиссеров и сценаристов в Чеченской республике практически нет, Мосфильм собирается обеспечить республику кадрами и объяснить, как делается кино. Когда в Чеченской республике появится творческая элита, московская помощь больше не понадобится. Мне кажется, очень важно действительно, что у Северного Кавказа появится своя студия и вообще появится какой-то голос в кинокультуре России, потому что, в общем, Северный Кавказ, понятно, очень важная часть, очень своеобразная, самобытная, и на самом деле никогда не Северный Кавказ никогда не участвовал в культурной, кинокультурной жизни, что советской, что России. Мы, в общем, кстати, в этом смысле, я считаю, какая-то была вот такая вот дисбаланс был явный. Поэтому мы с своей стороны, когда вот узнали о том, что такое решение принято, мы сразу, значит, сказали о том, что мы готовы оказать всемирную поддержку, содействовать, помощь. О том, что в Чеченской республике в ближайшие годы собираются снимать именно качественное кино, свидетельствует и то, что в попечительский совет Чеченфильма вошли известный российский скульптор Зураб Церетели, певец Иосиф Кобзон, режиссер Карен Шахназаров и, наверное, гарант всего происходящего, президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, который, как известно, слова на ветер просто так не бросает. Временно наша база будет находиться, вот пока будем сами формировать, на Мосфильме. У нас есть договоренность с Шахназаровым Карен Георгиевичем, что пока мы не построим здесь свое, и пока наши дети не отучатся, мы будем использовать материально-техническую базу Мосфильма и профессиональные кадры для осуществления наших национальных проектов, которые сегодня нужны первоочередные. Сегодня на фоне голливудских блокбастеров мы совсем забыли о том, что кинематограф является неотъемлемой частью духовного богатства народа. А ведь кино должно воспитывать и формировать на уровне души, а не быть своего рода развлечением на уровне эмоций. Перефразируя известное утверждение о том, что все дороги ведут в Рим, Инал уверен, что чеченцы все дороги рано или поздно приводят на свою малую родину. Возрождающейся республике нужны профессионалы своего дела, чтобы человек смог вложить свои знания и навыки в происходящие созидательные процессы. Инал надеется и верит, что дома, в Чеченской республике, он сможет не только реализовать себя по профессиональной линии, но и станет полезным обществу. Если мы делаем кинематограф национальный, то он должен быть лучше, как и все. Чеченцы привыкли, что у нас все самое лучшее. И, к сожалению, реальность такова, что без профессионального образования лучшим невозможно быть. Поэтому первый этап – это профессия. Пока мы будем создавать материально-техническую базу в республике по федеральной целевой программе, вот за эти несколько лет, пока мы будем строить свои павильоны и свою студию, наши дети будут учиться, наша талантливая молодежь будет учиться в Москве, и в Авгике, и на Мосфильме. И вот через 4 года мы получим уже и материально-техническую базу, и профессионалов из Москвы. И я уже, в принципе, лучшие, конечно, получат стажировку в Европе, на Чиночите, на итальянской легендарной студии, или на Бабельсберг в Германии. Поэтому стимулы для роста очень большие. Поэтому что будет лучше, они будут лучше. По словам главы Чеченской киностудии, основной акцент в чеченских фильмах будет сделан на национальный формат, и, следовательно, формат кинопродукции будет соответствовать определенному эстетическому уровню. Именно такое кино, по его мнению, будет интересно зрителю на фоне многочисленных боевиков, ужасов или комедий. Сегодня телевидение ориентировано на попсу, на массовую культуру.
И основную роль в этой массовой культуре играет тут пресловутый Голливуд. А те традиции, о которых говорил Карен Георгиевич и говорил я, то есть европейские традиции кино и российские, советские традиции кино сегодня, к сожалению, не востребованы. И мы, в первую очередь, будем продолжать и пытаться формировать национальный кадр именно в этой традиции. Потому что это и есть настоящий кинематограф, и это и есть настоящее искусство. Можно долго говорить о плюсах и минусах рождения чеченского кинематографа, но открытие собственной киностудии по производству качественных художественных фильмов с логотипом «Чеченфильм» бесспорно станет новой вехой в истории и развитии культуры республики. Посредством кино подрастающее поколение получает новые познания и, главное, кино воспитывает человека. Руководствуясь этой простой истиной, местные власти во главе с Рамзаном Кадыровым несколько лет назад твердо решили, что в Чеченской Республике должно сниматься собственное чеченское кино. И в этом плане в последние годы проведена колоссальная работа. Одним из первых в республике был возрожден кинопрокат. При Министерстве культуры было воссоздано Государственное управление по кинематографии. В 2005 году, после длительного перерыва, в Старопромысловском районе Грозного открылся первый кинотеатр. Впоследствии они разрослись по всей республике. Дальше больше. В июне 2008 года в Грозном прошел международный кинофестиваль «Ноев ковчег», куда приехали для участия кинематографисты из Алжира, Бразилии, России, Египта и других стран. Также на базе типографии «Путь» была создана студия для производства мультфильмов на чеченском языке, а в республику с мастер-классами стали приезжать известные российские режиссеры. Недавно вот на закрытии кинофестиваля «Ноев ковчег», когда я узнал, что в Грозном кинофестиваль, я вообще обалдел. Страна еще не оправилась от войны, страна еще строится, а уже международный кинофестиваль. Ну ладно, это я так принял. Потом я приехал на закрытие, увидел международных гостей, иностранцев, которые приехали, не побоялись в Грозный. Я тоже обалдел. Значит, они выходили, все показывали фильмы, было жюри представительное, я тоже обалдел. Между тем, чеченский кинематограф также развивался и восстанавливался, как и вся республика. Так, в 2006 году вышел первый художественный фильм на чеченском языке под названием «Волею судьбы». Далее были фильмы «Гражданин» и уже нашумевший фильм «Hero», который был снят представителями чеченской общины Астраханской области. Все эти фильмы способствовали не только развитию чеченского кинематографа, но и популяризации чеченского языка, традиций и обычаев чеченского народа. К слову, Рамзан Кадыров не раз в своих выступлениях подчеркивал, что без своей истории и культурного наследия любой народ обречен на вымирание, и что, несмотря на то, что в республике еще существует ряд задач, которые необходимо решить, без пропаганды национальных ценностей мы не сможем далеко уйти. Молодежь должна с уважением и пониманием относиться к правилам и ценностям чеченского народа, помнить об основных качествах, присущих настоящему чеченцу. ويدانا يلا صدايش بوند أشي ويدانا ريسبوبليكا دكودانا تدوزيد ويدانا تخايد بين دكوباخ بردانا بير بريزيدنت هو بوشتك ويبوسل بادوش وورا دايش ليل دل دين دوش وورا دايش ليل دل غلق ولق دوش وكولتور دانا وإسنسن دانا وداخل دو أل دانا سو بيلقى داكن يقبر. Развитие чеченского кинематографа укрепит и создаст имидж гражданина Чеченской Республики, а также будет способствовать экспорту чеченской культуры. К тому же кинематограф отражает историю нашего существования, а потому, если глаза – это зеркало души, то кинематограф – это зеркало нашей жизни. Давно известная истина, что не деньги порождают талант, а таланты порождают деньги, сегодня как нельзя лучше олицетворяет современный кинематограф. Без интересных идей, без качественного фильма в современном обществе нельзя завоевать зрителя, сколько бы денег ни выделялось, а потому любой производимый продукт на рынке искусства – это всегда определенный риск. Хочется верить, что риск будет не напрасным, и вскоре в российских кинопрокатах появится новое кино, которое будет произведено в Чеченской Республике.